أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Хвала Господу миров, мир, благословение и приветствие любимцу наших сердец и очей, Господину нашему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его семье и всем его сподвижникам. Уважаемые братья и сестры, с дозволением Всевышнего мы поговорим о великом благе от Всевышнего Аллаха, которым Он нас наделил. Это благо, которое невозможно купить золотом и серебром, благо, которым обладают все, и богачи, и малоимущие. Это благо, это великий аманат – время. Время – это то, что даровано нам Всевышним Аллахом как великое благо, как мы подчеркнули ранее. Человек рождается в определенное время, и с этого чудесного момента начинается ценная жизнь. Ценность этой жизни заключается в том, что только в земной жизни человек имеет возможность достичь довольства Всевышнего, пройдя все испытания, следуя законам Корана и Сунны, остерегаясь запретного. Земная жизнь – это наше поле, что посеем, то и пожнем в будущем, а точнее ахирате. Каждый день Всевышний Аллах дает нам 86 400 секунд. Это возможность, чтобы Всевышний Аллах был доволен нами 86 400 раз. Каждое биение сердца, каждая секунда, если мы будем правильно использовать время, это возможность, чтобы Всевышний Аллах был нами доволен. Время играет огромную роль в жизни мусульманина. Время играет огромную роль в жизни каждого человека. У нас есть два пути. Либо мы будем правильно оберегать время и правильно его тратить, и тогда Всевышний Аллах будет доволен нами как в этом мире, так и в мире вечном. И второй путь, который не является лучшим путем, это времяпровождение, не имея никакой пользы. И таким времяпровождением не будет доволен Всевышний Аллах. Всевышний Аллах клянется временем в Коране несколько раз. Есть в Коране несколько аятов, и все эти аяты, практически все они начинаются в начале суры, где Всевышний Аллах клянется временем. Например, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим, валь-фаджр. Всевышний Аллах клянется утренним временем. Также Всевышний Аллах клянется временем в суре вад-духа. Всевышний Аллах также подчеркивает в этом суре, клянется временем, которое бывает после утреннего намаза. И мы хотим подчеркнуть, что данное время является очень благодатным временем, и поклонение Всевышнему Аллаху именно в это время является наиболее желаемым и ценным. Также Всевышний Аллах клянется днями и ночами. Всевышний Аллах клянется предзакатным временем. Всевышний Аллах говорит в Коране: Бисмиллахир-Рахманир-Рахим, валь-аср. Всевышний Аллах клянется предзакатным временем, вечерним временем, и говорит далее: инналь инсана лафи хуср. Поистине каждый человек, который создан Всевышним Аллахом, пребывает в убытке. Однако пребывание в этом убытке является постоянным, если задать вопрос у каждого человека. Нет, Всевышний Аллах далее говорит в этой суре: «Илля лазина аману». Каждый человек пребывает в убытке, кроме тех, кто уверовал во Всевышнего Аллаха и Его благословенного посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. В Коране 103 аяте суры Ниса Аллах сказал: «Воистину, молитва предписана в определенное время». Или, например,
стояние на горе Арафат на 9-й день месяца Зуль-Хиджа. Если паломник пропустит этот важный этап хаджа, то его хадж будет недействителен. То же самое касается и других поклонений. Поэтому мусульманин, принимая все это во внимание, должен уметь правильно распоряжаться своим безвозвратным сокровищем. Хватает ли просто уверования? Нет, не хватает. Нужно обязательно делать ради Всевышнего Аллаха благие деяния. И далее Всевышний Аллах говорит в этом аяте: «Ва'амилу ссалихат». Каждый человек пребывает в убытке, кроме тех, кто уверовал во Всевышнего Аллаха, и кроме тех, кто делает благие деяния, и кроме тех, кто повелевает друг другу терпением, и кроме тех, кто повелевает друг другу правдой. Эти люди не были и не будут в убытке. Однако, если, как мы сказали ранее, мы будем проводить наше время зря, мы будем проводить наше время впустую, каждый из нас, без всякого сомнения, будет в убытке. Каждому человеку дарована великая милость, и эта милость проявляется в нашей жизни с каждым вздохом, каждым биением сердца. Каждое биение сердца, каждый вздох, каждая секунда мы теряем определенное количество времени из нашей жизни. И если мы будем тратить наше время на то, что запрещено Всевышним Аллахом, или на то, что порицаемое не имеет значения, мы будем в великом убытке. Однако у нас есть прекрасная возможность. Всевышний Аллах наделил нас многими благами, о которых мы даже не знаем. Если мы будем правильно использовать эти блага, если мы будем благодарны Всевышнему Аллаху, если у нас будет правильно искреннее намерение, то вся наша жизнь, все наше время, которое мы проводим на этой земле, мы можем сделать так, чтобы все это было поклонением. И как мусульманину следует тратить свое время? Каждое утро мусульманина не должно быть утром, как у обычных людей на нашей земле. Каждое утро мусульманина должен начаться не с будильника, не с чтения каких-то новостей или с просмотра ленты Инстаграм и так далее. Каждое утро человека должно начаться с восхваления Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, каждый раз, когда он просыпался и открывал глаза, делал дуа, восхвалял Всевышнего Аллаха и говорил: «Альхамдулиллахи лази ахьяна ба'дама аматана ва илайхи нушур». Хвала Всевышнему Аллаху, который позволил нам проснуться после того, как мы умерли. Значение слов «после того, как мы умерли» означает «сон подобен потере жизни». И человек, который спит, он подобен человеку, который является мертвым. Сон подобен смерти. И поэтому пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, каждый раз восхвалял Всевышнего Аллаха за то, что он дает возможность еще жить, еще поклоняться Всевышнему Аллаху. Мы должны начать чтение аскаров с намаза, чтение Корана и с восхвалением Всевышнего Аллаха. Также мы не должны проживать просто так. Наш день должен проходить в поклонении Всевышнему Аллаху. Даже если мы работаем, даже если мы контактируем с другими людьми, мы обязательно должны сделать намерение ради Всевышнего Аллаха, чтобы и наша работа, и наш контакт с людьми, все это было поклонением Всевышнему Аллаху. И чтобы мы извлекли из этого времени максимальную пользу. Также вечер, который наступает, мы не должны его тратить просто так, выпивая где-то чашку чая и так далее. Да, нужно пить чай, нужно общаться с людьми,
проводить полезное времяпровождение, но мы не должны, еще раз мы подчеркиваем, забывать об аманате, который дал нам Всевышний Аллах. Мы должны все это делать ради Всевышнего Аллаха, и все это наше времяпровождение, когда мы будем пить чай, когда мы будем общаться с друзьями, когда мы будем даже гулять по городу, если все это мы сделаем ради Всевышнего Аллаха, сделаем намерение, чтобы все это было ради Всевышнего Аллаха, и чтобы из всего этого была польза мусульманинам, все это наше времяпровождение, как мы сказали ранее, будет поклонением Всевышнему Аллаху. И в этом есть великая милость Всевышнего Аллаха. Человек должен периодически призывать себя к отчету и желательно делать это ежедневно. Как провел день, что нового узнал, на что потратил свое свободное время. Такие вопросы помогают понять важность времени и использовать его по назначению. Ведь время, которое потратили впустую, это самый большой убыток, не подлежащий возмещению. Нужно призвать себя к отчету и раскаянию до того, как нас призовет Всевышний Аллах. Также наша ночь, мы не должны тратить ее на просмотр каких-то кино и так далее. Даже если мы смотрим какой-то документальный фильм и так далее, у нас также должно быть намерение просмотра этого, например, документального фильма ради Всевышнего Аллаха, чтобы мы увеличили в знании и чтобы это знание принесло пользу мусульманам. Мы каждый, перед тем, как ложиться, мы должны читать, как мы подчеркнули ранее, аскары, читать Коран, молиться. Утро наше начинается с намаза, день проходит с намаза, после полуденное время тоже с намаза, вечер у нас совершается намаз. И перед тем, как мы будем спать, мы также должны сделать намаз. Все это делается ради того, чтобы все наше время мы поминали Всевышнего Аллаха, чтобы все время в нашем сердце, в нашем разуме, в голове, в языке, везде был Всевышний Аллах. И если мы извлечем пользу из времени, то для нас будет большой баракат. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует в своем хадисе, сказал: «Аль-вакту кас-сайф» – время как меч. «Иллам тактаху катуак» – если ты его не порубишь, этот меч порубит тебя. И мы не должны сделать так, что современный мир нас обманывает. Например, мы, в хорошем смысле этого слова, должны обмануть современный мир. Время, которое идет скоротечно. И, как мы знаем, положение в раю будет не одинаковым, положение в раю у каждого будет разным. Как мы знаем, есть 8 мест в раю, и если мы хотим, чтобы у нас было наивысшее место в раю, мы должны стараться делать ради Всевышнего Аллаха поклонение больше. Мы должны проводить свое время правильно. Если мы правильно выставим свой график, у нас получится все с дозволения Всевышнего Аллаха. И мы успеем везде с дозволения Всевышнего Аллаха. Время – это то, что не продается никакими деньгами, не покупается никакой властью и положением. Однако время – это великий капитал, который всем нам одинаково дал Всевышний Аллах. Если мы правильно воспользуемся, мы будем в выгоде в обоих мирах. Если мы воспользуемся этим капиталом неправильно, мы будем в убытке, в проигрыше в обеих мирах. Пусть Всевышний Аллах сделает наше время баракатным. Валхамду лиллахи раббил аламин.